эфире «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. Новый порядок получения справок для водителей и тех, кто хочет получить права, вступит в силу с 1 июля 2020 года. Напомним, ранее Минздрав России принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра водителей. Поясним, что согласно новым правилам, для получения справки автомобилисты будут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем. О том, насколько новые методы освидетельствования обеспечат их эффективность, а также о ценовой доступности и готовности региона к обновленным требованиям, мы сегодня узнаем у Надежды Хаятуновой, заместителя главного врача Якутского республиканского наркологического диспансера. Надежда Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и хотелось бы начать с того, что поясните, в связи с чем вводятся новые изменения и почему понадобятся дополнительные исследования для водителей и кандидатов. Да, в первую очередь, исследования проводятся для безопасности дорожного движения. Это, для безопасности, водителей, пассажиров, а также пешеходов, то есть участников дорожного движения. Во-вторых, для выявления потребления психоактивных веществ водителями, а также для выявления наличия злоупотребления алкоголем водителями. Вот для этих целей. Наркологический диспансер готов проводить дополнительные анализы? Есть ли необходимое оборудование и укомплектован ли штат? Да, на сегодняшний день штат полностью укомплектован. Имеется дорогостоящий аппарат, газовый хроматограф, он работает в полную силу, так что оснащение полностью имеется. А как проводится эта процедура, то есть что она из себя представляет? По приказу Минздрава 942 от 20 ноября 2019 года будет производиться забор крови на наличие карбогидрат-дефицитного трансферина, а также будет производиться забор мочи для определения наличия психоактивных веществ. Наличие карбогидрат-дефицитного трансферина, но определяется уровень, в крови. Вообще этот фермент, он вырабатывается в организме человека до уровня, 1,7. Если будет превышать этот показатель, 1,2, да, вот получается единиц. Если будет превышать этот уровень, будем дальше обследовать человека на наличие зависимости от алкоголя. А вот эти исследования, насколько они по времени длительные? Сколько занимает? С момента взятия, анализов потребуется 3 рабочих дня для полного заключения анализа. И насколько они достоверны и эффективны, эти исследования? Эти исследования достоверны и считаются эффективными. Угу. А в ноябре, когда хотели внедрить новые изменения, население буквально атаковало кабинеты наркологов, чтобы получить справки еще по старым расценкам. Вот насколько будут отличаться цены на услуги с 1 июля от ныне действующих? В стоимость процедуры входит прием врачом-психиатром-наркологом, назначение анализов, а также анализы проводятся в дорогостоящих аппаратах с дорогостоящими анализаторами. В стоимость входит вся сумма. Поэтому на сегодняшний день дальше рассматривается вопрос о ценовой доступности, конечно, и, возможно, будут изменения. То, что мы раньше озвучивали, стоимость, да, это, возможно, будет изменена эта стоимость. Желающих все равно пройти комиссию не убавилось. Там, где создается шоферская комиссия, всегда очень много людей. И некоторые люди жалуются на то, что очень неудобно проходить по живой очереди. Все уже привыкли к электронным. Будет ли внедрена она в шоферской комиссии? Да, электронная очередь у нас внедрялась, у нас есть такой опыт. Но были моменты, когда записавшись по электронной очереди на прием, граждане не посещали кабинеты. Этим создавались проблемы, когда мы теряли время в ожидании, допустим, да, тех, которые записались по очереди, во-первых. Во-вторых, такое объявление будет небольшое, да, с февраля у нас в поликлинике номер 1 будет нарколог принимать в 2 смены. То есть до 18 вечера будет прием продолжаться. Это очень удобно, это разгрузит и нарколога, и поможет людям быстрее проходить очередь. А для тех, кто устраивается, например, на работу или поступает на учебу, они же тоже проходят этих врачей, для них какие-то изменения будут?
Да, по отношению трудоустраивающихся и для поступления на учебу изменений не будет. Прием их ведется, значит, на сегодняшний день по двум адресам. Это вот Кирова 19, поликлиника номер 1 города Якутска, и медицинский центр города Якутска по адресу Кальвица 3. Прием ведется вот по этим вопросам. Мгм. Анализы будут приниматься у вас в наркодиспансере на Автодорожной. Это очень далеко от центра города, и не всем удобно туда ездить. Почему? То есть, почему нельзя это производить где-то в другом месте? Ну, во-первых, это связано с тем, что аппарат газовый хроматограф находится по адресу Автодорожная 38. Ну и во-вторых, ну, город у нас, конечно, большой, но не мегаполис. Люди обращаются, и проблем по транспортной схеме никаких не имеется. Кому надо, те обращаются, получают, будут получать, да, думаем так. Ну вот этот газовый хроматограф, сколько анализов, например, в день он может проделать? Ну, анализов около 100 будет проводить. Ну, там, возможно, еще дополнительные изменения будут внедрены до 1 июля. Возможно, будут другие методики определения вот этих анализов. Так что могут быть положительные изменения в сторону доступности, в сторону ускорения, может быть. И, ну вот, надеемся на лучшее. А также у нас планируется строительство нового здания. Мы ждем финансирования на уровне Российской Федерации. Если примерные сроки, когда... Я не могу говорить про сроках, но мы в ожидании. Вообще, конечно, схема у нас, то есть как бы проект уже подготовлен. Мы даже расположили, где какие у нас кабинеты будут располагаться, сколько у нас палат будет на этажах, какие этажи чем будут заняты. Но вот мы ждем финансирования. А вот в связи с тем, что сейчас здание старое, тесное, какие-то неудобства испытываете и вы, и вот люди, которые приезжают? В зданиях пока тесноты мы не видим. Ну, у нас работа ведется в штатном режиме. Жалоб со стороны посетителей у нас нет. Допустим, вот если иметь в виду Автодорожную 38, а также в поликлиниках. Но в первой поликлинике, конечно, скученность большая, мы это знаем, но дело в том, что справки выписываются. Нет такого, чтобы человек не получил, занимал очередь и не успел. Вот такого я не знаю, допустим, не было такого. А как обстоят дела в других городах Якутии? Есть ли там подобные проблемы? И, может быть, есть у них свои газовые хроматографы? А в других городах проблем с очередями нет, насколько мне известно. На анализы, углубленные анализы, допустим, на наличие психоактивных веществ, допустим, на сегодняшний день спокойно отправляют со всех районов города Республики Саха-Якутия, и анализы проводятся. А также есть у нас еще газовый хроматограф в городе Мирном. Возможно, еще дополнительно будут анализаторы. Или такие, возможно, будут другие анализаторы, надеемся на это. То есть, а как происходит сейчас процедура? Вот живет человек в Верхоянске, ему надо сдать практическую комиссию. Что происходит? Что он делает? Он обращается по месту жительства в районах, во всех районах обращаются по месту жительства. На водительские права, допустим, если с 1 июня, значит, они будут сдавать все необходимые анализы: кровь на CDT, мочу на психоактивные вещества. И эти анализы будут доставлены в город Якутск, как и проводится в настоящее время. То есть проблем с отдаленными регионами, районами республики нет в этом плане? Да, проблем не должно быть, мы думаем так. Вот вы говорили, что в Мирном тоже уже есть такой аппарат. Есть ли перспектива, что подобные аппараты появятся в других крупных городах и районных центрах, чтобы было удобно максимально? Пока об этом говорить не могу, но будем надеяться, что в будущем, конечно, будут обеспечены все улусы. А вот, кстати говоря, о транспортировке вот этих анализов, это значительно увеличивает время их прохождения или не очень? Ну, все зависит от длительности транспортировки, конечно, да. А анализы вот с момента получения в течение 3 суток у нас проводятся анализы все, которые получаются, вот, которые отправляются в настоящее время, а в настоящее время отправляют по причине выявления, допустим, если имеется подозрение на употребление психоактивных веществ, вот в таких случаях отправляют биологические жидкости к нам.
Но это же дополнительные расходы, это как-то повлияет на стоимость комиссии в районах? Транспортировка на сегодняшний день никак не влияет в стоимость. Ну, так, будем надеяться, так и будет продолжаться. То есть транспортировка идет за счет Министерства здравоохранения? Или Да. за счет Они Министерства? бесплатно, доставка, конечно, бесплатно идет. Мгм. Хорошо, спасибо большое, Надежда Васильевна. Надеемся, что с 1 июня все будет у нас хорошо, и очереди сократятся, и права будут выдаваться как и положено. Это Спасибо. было актуальное интервью о грядущих изменениях в правила получения справок для водительской комиссии. Мы сегодня разговаривали с Надеждой Хаютановой, заместителем главного врача Якутского республиканского наркологического диспансера. Всего доброго.